Полное отсутствие воды в стране и огромные цены. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая угроза нависла над каждым таджиком. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Директор агентства мелиорации и ирригации при правительстве Республики Таджикистан Халмурод Рахмон на пресс-конференции заявил, что в 2021 году фермеры задолжали агентству за услуги почти 15 миллионов сомани. Общая их задолженность за все годы составляет около 160 миллионов сомани. В результате агентство мелиорации и ирригации сегодня имеет большие кредиторские и дебиторские задолженности, в том числе по всем видам налогов. Кроме того, в 2021 году насосные станции использовали 1 миллиард 392 тысячи киловатт-часов электроэнергии. За них мы задолжали Барки-Тачик 76 миллионов сомани, а общая задолженность достигла 366 сомани, сообщил Халмурод Рахмон. В республике сегодня работают 424 насосных станций и 67 скважин, которые потребляют 0,262 тысячные киловатт-часов электроэнергии за подачу 1 кубометра воды. Глава ведомства назвал основную причину долгов: тарифы на услуги водообеспечения в Таджикистане очень низкие, и они не покрывают расходы, посетовал он. По мнению главы агентства, нужно либо повысить тарифы, что нежелательно для производителей сельхозпродукции, либо выделить государственные субсидии, что приемлемо. А как вы относитесь к тому, что из-за такой сложной ситуации могут вырасти цены на воду? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В настоящее время агентство на основе договоров оказывает услуги более 60 тысяч субъектам водопользования на площади более 54 тысяч гектар поливных земель. Ассоциации водопользователей, число которых составляет по всей республике 347 единиц, оказывают услуги более 77 тысяч субъектам водопользования на площади 413 тысяч гектар поливных земель. По данным агентства мелиорации и ирригации, существует дифференцированная схема платы за подачу воды. На каждую сельхозкультуру установлены соответствующие тарифы, исходя из потребления ими объема воды. Актуальным остается повышение ответственности водохозяйственных организаций за поставку воды водопользователям в установленных объемах и сроках, обеспечение оросительных систем совершенными средствами водоучета с введением замеров и контроля за расходом подаваемой воды. С другой стороны, большинство хозяйств не в состоянии оплатить услуги водхоза, так как плата за воду составляет большую часть себестоимости их продукции. Тем самым могут вырасти цены на продукты питания, которые выращивают у нас в Таджикистане. И в принципе, экологическая ситуация в стране очень плохая, и воды и так мало, так что если мы будем еще и за это разбираться, и не будет государство помогать людям, то очень сложно представить, в какой скоро ситуации мы окажемся. Как вы к этому всему относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.